Наступил третий день нашей поездки по Зимнику, Вилюй. На данный момент мы прошли 380 километров, и сейчас от пикета Кедровый двигаемся далее. За бортом минус 20 градусов, сильный ветер и снег. Но в целом такая погода радует дальнобойщиков, потому что все замерзнет и как бы двигаться будет гораздо проще, а не так, как было это вчера. Ну что, поживем, увидим, посмотрим, что сегодня приготовит нам этот день. Мы достаточно сильно выбиваемся из-за графика, из-за погодных условий. То есть такая аномально достаточно жара была, то есть плюс 7 градусов. Даже ночью было выше нуля. Вот. Ну, будем надеяться на лучшее. Сейчас будем заправлять бензин в полный бак и посмотрим, сколько у нас расхода получилось. Мы выехали, было 870 километров. 870 километров. Сейчас 1000. После крайней заправки. Мы тоже до полного бака заливались. Было 870. 1020. 1020 минус 870, 150 километров мы проехали. Сейчас на 150 километров. Смотрим, сколько у нас залилось. Бензина съела. Миш, что вы залили? 30 ровно. Тоже 30-ка, да? Ну, ваша половинка и одна полная. Вот что, ты ко мне закинул? Пустые? Да. А, 20-ка на сотню, да, получилось? 150 лет пришли. Ну, 20 литров на 100. И 150 километров, 30 литров. В среднем так и есть, 18-20. Ну, сейчас мы ехали 40-43, там скорость была 45. Короче, чем больше газуешь, тем больше расход.
Сегодня у нас знаковый день. Сегодня мы из Иркутской области заехали на территорию Республики Саха-Якутия, соответственно, в Ленский район. Вот такое вот сегодня знаменательное событие. Получается, один вездеход у нас уже в Якутии. У него 1947, а этот вездеход еще в Иркутской области. И у него, соответственно, 1847. 1947, 1847. Друзья, у нас продолжается наш путь. Хотелось бы напомнить, что в дороге у нас была температура даже плюс 7 градусов. Ну а сейчас что-то около минус 20. Такая холодная, прохладная ночь. И давайте мы узнаем. Вот у нас кабина, она как бы цельная как металлическая, да, то есть закрытая кабина. Вторая кабина тоже закрытая, но сделана из ПВХ, то есть тентованная. Итак, тут я положил часы, соответственно, они уже вот длительное время повисели вот так, показывают в кабине плюс 7 градусов. Сейчас узнаем, сколько у нашей второй команды. Подскажите, на улице какая температура и у вас в кабине? Короче, в кабине плюс 7. Везет вам, блин. Вот, получается разница. У меня это часы снял, они полежали там где-то минут 20-15 и плюс 7 показывает. А на чем лежали, где? Они висят на уровне, ну, для корзинки лежат. Принято. Итак, делаем вывод, что тентованный получается в кабине холоднее примерно на 10 градусов. Да или нет? На 14. Ну что, как видим, разница температур в 14 градусов при температуре наружного воздуха минус 20. Вот. Но сегодня еще будет такая холодная ночь. Ожидается под минус 30. Друзья, ну что, у нас снова небольшой затор, а может быть большой. Там у нас, видимо, наледь. И стоят машины. А там машина в наледь провалилась. Ну, посмотрите, в центр куда-нибудь посмотрим, да, может, объедем. Ну да, да. Стой.
Давайте по его следам, а то правее там провал. Принято. После машины постарайтесь влево пойти. За бортом минус 33 градуса. Запотевает стекло. Тут нет пленки ПЭТ, не двойное, одинарное. Иркутские парни. Там такого не делают. Да и вообще весна. Ну да, недавно было плюс 8, поэтому как-то мы не ожидали такого исхода событий. У нас еще такой звездный потолок. Это как бы опция. Очень красиво выглядит, переливается разными цветами. Вот. И холодно, как в космосе. Время 6:20. Нам еще топать и топать. И у нас проблемы с правой полуосью, рассыпался подшипник. Мы еле крадемся, греется коробка. Встали в каком-то кармане, чтобы просто уже поспать. Завтра, ну как завтра, через час, там через два по светлу все сделать. Мы опять спальником накрылись. Температуры не видно, но в салоне, скорее всего, ниже минус 15, а за бортом почти 30. Эта поездка, наверное, будет самой контрастной в плане разницы температур. То есть, если, допустим, вчера была ночь с температурой воздуха около нуля, и я спокойно мог поспать в Кунге без отопителя, да, только в спальнике, то сегодня даванул мороз, и было ночью минус 33 градуса. Вот, все это было по зимнику, мы шли, и, соответственно, в кабинах тоже было прохладно. Делали замер на начало ночи, так сказать, да, вечером было минус 22, а в кабине, там, где тентованная кабина, было минус 7, а в нашей кабине было плюс 7 при всем том, что печки работали на полную. Ну, надо понимать, что эти вездеходы, да, они, никто на них не поедет, например, в такой, ну, достаточно серьезный мороз. Они больше такой на осенний, весенний, летний период. Но, тем не менее, они выдержали, кроме полуоси от старого Волговского моста, который мы взяли в Усть-Куте. Но, тем не менее, этот подшипник, да, там рассыпался подшипник, он прошел больше половины зимника Вилюй. В нашем случае нам нужно сейчас заменить полуось, все замерзло. В Кунге мы все это греем, масло, даже домкрат. Заменим полуось и, соответственно, продолжим путь. До Ленска осталось всего 250 километров. 250. На машине это можно проехать за часа, ну, 2-3, да, не спеша. Нам на это потребуется где-то около 5-6 часов. Ну, судя по опыту. Пока отогреваются масла, я бы хотел рассказать немножко по комментариям. Многие спрашивают, как вы туда вообще на чем поехали, на такой технике, на которой можно максимум проехать 50 километров. Вот, но в этих вездеходах стоят объемные двигатели, да, для этого класса. Это 1,5-литровые двигатели. Соответственно, Кунг утепленный, там стоит сухой фен, что здесь, что там. В принципе, в нем очень комфортно спать, но из всей команды это пока делал я. Ну а сегодня просто
именно тот момент, когда понадобился отопитель, понадобился пункт, потому что вещи, как мы и планировали, складываются в эту палатку, а, соответственно, в пункте включается отопитель, и там можно переждать вот такой мороз. Сейчас я вот записываю, и мне немножко уже прохладно, пойду греться. Сейчас около минус 22 градусов. Вот. Сегодня и завтра уже будет потеплее, но сегодня была самая холодная ночь для марта месяца. Здравствуйте. Здравствуйте. Как тут у вас? Заходите, хвастайтесь. Тепло, хорошо. Тепло. Вот. Вон аж масло. Кофе греется, масло дымится. Все отогрелось? Быстро? Да. Все, отлично. Так что кто-то бежит сзади, будет пальной лампой греть его. Надо успеть, пока оно жидкое, да? Да. Еще чуть-чуть. Не был. Разлить. Накачать колеса, все, и чай пьем, и просто садимся и поперлись. Друзья, это была долгая, длительная, интересная дорога, которая еще только начинается, я должен вам сказать. И мы прибыли в одно из основных мест нашего маршрута. Это город Ленск. Ну что, сегодня нас ожидает отдых. Мы переночуем, попробуем найти теплые гаражи для наших вездеходов, чтобы они немного скинули, так сказать, тяжесть зимника в виде снега и льда, чтобы было полегче ехать. Но в целом технически на данный момент вездеходы исправны, то есть все неисправности удавалось, соответственно, с ними справиться непосредственно по дороге. Ну а завтра уже у нас будет старт нашего маршрута по Якутии, если так можно сказать. То есть из Ленска мы уже будем идти, придерживаясь реки Лена, до самого города Якутска по Ямщицкому тракту.
Добрый день. Молодцы, что вы приехали. Замечательная у вас компания, акция за Иркутской и Иркутским парком. Вы бывшей станции МФТУЯ, которая располагается, если какая по счету. Меня зовут Андрей Ильин. Вообще моя родословная идет с 86-й станции, в которой что называется Иркутский парк. И достаточно большая древняя родословная, которая начинается с 1763 года, когда, скажем, в Иркутской области, в деревне Выскова, сюда были присланы сосланы в связи с Пугачевским восстанием. Далекий дедушка Леонтий со своей женой Серафимой, они приплыли на плотах и обосновались, у них было 7 сыновей, и они обосновались в деревне Береза. Это находится в Полётинском районе. Он занимался разведением скота, разведением пшеницы. Это все дело сдавал государству. И все постепенно его сыновья обосновались в Туйске, обосновались в Чильной, ну и по многим таким деревням. И вот наша родословная, мы 3 года делали большие туда экспедиции. Вся наша практическая родословная, это со всей России, из-за зарубежья, приезжали туда летом, приезжали на моторных лодках, по теплоходам. Там стоит наша родовая часовня. Внутри этой часовни лежит камень. Если будет у вас возможность, вы смотрите, увидите огромный камень, на котором вписано, есть наш родословный герб Илыгинок. Очень своеобразный герб, который идет с Нижегородской области, с этой деревни. Огромное количество родственников по всей России. Поэтому это очень хорошая экспедиция. Хорошо знаком со всеми участниками этой экспедиции. Молодцы, что вы организуете это мероприятие, поддерживаете историческую память, и это очень благое дело для памяти наших поколений. В Ленске состоялась встреча с жителями города, причем у каждого присутствующего была возможность получить вкусный байкальский мед. Для этого было достаточно показать фотографию со своим уловом или добычей. Ну что, друзья, наша команда сейчас в городе Ленск. Мы проделали достаточно большой путь, примерно половина пути, да, пройдена. Впереди у нас дорога по Ямщицкому тракту, по Республике Саха-Якутия. Ну и, конечно же, мы готовы встречать отличных, веселых и хороших людей. Мы стартовали, значит, сейчас идем до Южной Нюи, там выходим на реку и идем уже по реке Лена. Впереди у нас сколько километров до Алюкинска? 440 километров до Алюкинска и 1041 километр до города Якутска. Вон туда.
На ту, да? Вон эту дорогу, но. Близко? Готовы, да? Да, готовы. Подкапывать надо, они мостом в снег уперлись. Не пробовать, у меня протектор больше, я буду. А, ну смотри, сейчас. Он не возьмет, пока задние колеса не откопает. Чтобы у него вход был. А? Он не возьмет, пока задние колеса не подкопаем, чтобы вход был. Может быть, водитель один останется? Так, готовы, да? Все, мы готовы. Да, цеплено. Было тут дня за 2-3 на джип сейчас приезжали. Вот тут вроде. А, чуть правее взяли, да? Ну, а тут на минуту напал. Ну ладно. Ага, дай гуляйся. Вот, друзья, ну что, тут они, получается, немножко промахнулись мимо дороги. Вот здесь есть заметенная часть. И попали, соответственно, в глубокий снег. Едут в поселок, вот, небольшая помощь. И нам немного подвигаться, а то все сидим и сидим.
Елена Владимировна, вы нам сделали такую шикарную встречу, мы сами все в шоке. Расскажите, как вам пришла такая идея, как вот вообще вот предыстория вот этой встречи? Ну, все получилось как 14 марта мы увидели ваш видеоролик, как вы прилетели в Иркутск, и там вы обозначили, что 15 марта вы выезжаете по этому маршруту. Примерно муж мой прикинул, что вы через недельку будете где-то здесь, и буквально вчера мы в Телеграме узнали, что у вас встреча в городе Ленск. Потом мы связались с нашим чапаевским земляком, и он сказал, что вы выехали там во столько-то, будете примерно в 2. Мы спустились в 2 часа дня на берег. По традиции мы всех гостей в Чапаево встречаем оладушками. Прямо вот абсолютно всех гостей. Ну вот, и мы с 2 часов со школьниками вас ждали. Да, вообще, потому что мы, получается, немножко подзадержались в пути, а сейчас 17:30 мы только прибыли сюда. Ну ничего страшного, встреча того стоит, ожидание того стоит. Мы рады, что вы остановились, мы пообщались. Поэтому новые знакомые, спасибо. Ну, вам спасибо большое. Спасибо, удачи. Друзья, в селе Чапаево нас встретили с флагами, с оладушками, с голубичным вареньем, очень вкусным. Очень тепло пообщались. Прямо очень приятно нам было. То есть мы идем по реке и видим флаги. Это встречали нас. Здорово. В селе Чапаево нам сказали, что Кировец ушел вперед с утра и чистит дорогу. В целом пока дорога просто шикарная. У нас средняя скорость около 45-55 километров в час. Вот. В отличие от Зимника Вилюй, где мы двигались примерно, навскидку, 25-30 километров в час. Очень были сложные условия, плюс постоянно фуры, дальнобои. Вот. Поэтому сейчас сегодняшний маршрут для нас является такой некой сказкой и мечтами, о которых мы мечтали, когда двигались по разным скользким, так называемым ваннам Зимника Вилюй, и поднимались скользкие горы.
Лёкманские таксисты парят над наледями. Обалдеть. А в салоне? Жестко. Соболь, который нас обогнал, это вот жители села Гирюк. Они нас остановили и сказали, что подарят нам хлеб местные хлебопекарни. Вот, мы сейчас вот подъезжаем, потом попробуем, обязательно расскажем. А мы, в свою очередь, приготовили им лед. И напрямую выйдем, да? Или вот сюда, вот сюда. Сейчас. Закрой дверь, да? Давай кипяток. О, кипяток даже? Кипяток, термос есть, нальем. Все, сейчас. Это свежий хлеб. О, И большой. это наш Согревайся. Ой, классно. Здравствуйте. Сейчас мы возьмем термос. Ага, сейчас перельем. Как раз. Уже поздней ночью мы приехали в Алёкминск. Впереди был очередной насыщенный день нашей поездки, поэтому после того, как мы сделали фото на стеле, мы разместились в гостинице и уснули крепким сном. Испытано на себе.